Если ребенок соблюдает режим дня, то он очень легко будет выполнять домашние задания. Определенных методик нет, но что я могу посоветовать для выполнения домашнего задания? Это посмотрите время. Когда ребенок приходит со школы, у него есть и покушать время, и отдохнуть время, даже поспать, в игрушки поиграть. И потом он может садиться и выполнять. В комнате должна быть тишина. Рабочий стол должен быть подготовлен. То есть у ребенка должна быть своя зона, где он выполняет домашние задания. Черновики обязательно. Не пользуемся интернетом. Сразу вспоминаем, чем занимались сегодня на уроке, что мы проходили. Выполнять нужно домашние задания. С тяжелых предметов это математика, русский язык для детей. Почему? Потому что они не владеют в совершенстве русским языком. Им сложновато. Поэтому учитель... Например, как поступаю я. Я, прежде чем дать домашнее задание, они это знают, ребята, я им объясняю. Так, страница такая-то, задание такое. Мне нужно, чтобы вы сделали это. Чтобы потом, когда ребята пришли на занятие, я их спросила, домашнее задание готово, не готово. И мне было уже, я должна уже знать, что я задавала, и именно конкретно, что они должны были сделать для того, чтобы задание было выполнено верно. И я даю задания, часто я их меняю, чтобы они с ГДЗ не списывались с готовых домашних заданий, а именно сами выполняли. Поэтому я вижу черновики, у них у всех есть. В черновиках я проверяю ход, порядок действий, например, по математике, как решал. И я уже вижу, если у него ошибка, на каком этапе у него получилась ошибка. Вот, в принципе, если устные предметы, лучше читать вслух. Например, для меня и вообще в начальных классах дети воспринимают чтение вслух. Вот если они будут читать вслух, им легче будет сделать пересказ или также наизусть выучить. И также правила. Думаешь, дети часто отвлекаются? Вот как научить их концентрировать свое внимание именно на домашних заданиях? Вот поэтому есть определенное время. Вот я говорю, если соблюдает режим дня, тогда он уже ни на телевизор, ни на игры, на улице, на свежем воздухе, где он обычно проводит свое время, он будет конкретно знать, что с 16 до 17 он выполняет домашнее задание. Как раз по Санпину в начальных классах домашнее задание час или 1,5 часа, не больше. Поэтому на домашнее задание должны учителя, когда дают, примерно время, сколько у него, если по 5 уроков, там, не все, пусть 4 урока, сколько он отводит времени, должен на конкретно мой предмет или там на чей-то английский язык также. Учителя должны как-то время рассчитывать, чтобы хватало. Но единственное, если наизусть, конечно, тогда чуть больше времени уходит, но это не обязательно сразу делать, много-много раз читать, а потом уже по четверостишьям учить. Ребята это умеют, в моем классе умеют. А какие слабые места родителей вы наблюдали в выполнении домашних заданий? Слабые места родителей, я понимаю, все устают. Я тоже мама, точно так же я прихожу поздно, в 2 смены работаю, прихожу, но все равно проверять домашние задания нужно. И если ребенок будет выполнять на черновике, мама посмотрит и ребенок перепишет, конечно, уже будет совсем не то время, если мама придет после работы, но зато ребенок будет знать, вот здесь вот я справился, здесь у меня не получилось, и родители сами должны как-то в эту программу тоже включаться, потому что каждый раз что-то новое добавляется, и изучать вместе с детьми. За ходом обучения. Но многие сейчас через готовые домашние задания, но я уже вижу по детям, кто через готовые домашние задания делает, потому что у нас такой методики нет, как указывают там. Поэтому сразу видно, кто сделал домашнее задание не сам, а где-то списал.
Как помочь ребенку лучше усваивать материал, пройденный в школе? Вот как раз-таки мы в школе проходим, а дома у нас уже повторение идет. Если ребенок в школе не уяснил, конечно, ему будет тяжело. А вот как раз-таки на помощь должна прийти мама или кто-то из родственников, пусть сестра или бабушка, которая может подсказать. И вот, например, в наше время вот так было, хотя бы объяснить ребенку. Или же не надо бояться, если не получилось сделать домашнее задание. Можно прийти и сказать: я не знаю, у меня не получилось. Я вот пытался, старался вот так. Даже несколько решений, пусть он задачи сделал, но я бы видела, что он действительно выполнял, но у него не получилось. Формулу забыл или что-то. Ничего страшного. Но просто оставить и сказать: не нужно выполнять. Так нельзя. Нужно ребенку объяснить. Не получается самим, пусть придет в школу, я объясню. Но без внимания родителей домашнее задание нельзя оставлять. То есть, если у родителей, у учеников не получилось решить задание, можно это оставить, попросить учителя объяснить получше. Да, еще раз объяснить. Вот какой-то момент он не понял, пожалуйста. Это даже просить не надо. Он придет, скажет, мы просто еще раз проработаем, пройдем, после уроков останемся. Или же на следующий урок у нас опять идет повторение той темы, которая была вчера. Независимо от того, будет ли новая тема, мы все равно повторяем то, что вчера прошли. Пусть по вопросам, например, или же у доски какие-то пару заданий мы делаем. Так что ничего сложного в этом нет. Родители часто говорят о том, что много домашних заданий. Вы с этим согласны? С чем это может быть связано? Много домашних заданий, да, бывают и такие случаи. Если, например, в процессе учебной деятельности, когда идет урок, задержались на каком-то задании, а нам необходимо же выполнить там страницу или сколько по плану. Поэтому учитель задает еще дополнительно на дом. Но это уже не все дети могут. И желательно задавать задания, которые внизу учебника идут, внизу страницы. Почему? Потому что как раз там на выполнение домашнего задания эти идут. То есть все в начале, то, что идет, это сложно, а внизу уже полегче. Если что-то непонятно, в любом случае можно позвонить учителю. Сейчас все это доступно. И учитель объяснит или скажет. Если не мог решить, есть и такие ребята, которые приходят, у меня не получилось. Но когда я вижу, что ребенок старался, конечно же, это приятно бывает, что не просто оставил и сказал: я не знаю как. Поэтому домашнее задание я не даю много. Лично я не даю. Почему? Потому что дома родителям это все сложно. У каждого свои дела. И на один именно предмет, чтобы зациклиться, там же еще есть и русский, и чтение, и английский язык, и нохчи, мот и дешерн. Поэтому каждый хочет же от себя, чтобы его предмет усвоился лучше. Поэтому много домашних заданий задавать это очень тяжело и для ребенка, и нам потом. И проверки. Поэтому 1-2 задания, я думаю, что достаточно. И правила какие-то мы задаем, таблицы. И это нормально будет. Мы еще в рабочих тетрадях работаем. Сейчас по чеченскому языку добавились. Конечно, это сложно для родителей, но все равно справляются. И готовых домашних заданий нет. Но литературный язык сложно им дается, но все равно выполняют. Поэтому очень приятно бывает, что не оставляют без внимания какое-то задание. Александр. А вот вы отметили время 16:00 для выполнения домашних заданий. Угу. Почему именно это время? Потому что ребенок уже отдохнувший, уже пришел со школы, поиграть успел, позаниматься чем-то, помочь тем же родителям. А это время самое подходящее для выполнения домашнего задания, потому что не спать уже ребенок не хочет. Как раз время, которое активное, в котором он активен. И выполнять домашнее задание. А потом можно игры на свежем воздухе и все. Но желательно под присмотром родителями. Если родителей нет, пусть оставят, потом придут, проверят, и ребенок выполнит. Но
только не готовые домашние задания. Я категорически против них, потому что они портят и мышление, и все, там все по-другому, не как у нас. Поэтому мой совет ребятам и родителям: делайте сами, выполняйте сами. Это для вас же лучше, для вашей памяти, для развития.